Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшик Шара. Сегодня в программе об инциденте на дороге, в том числе президент провел заседание Совбеза. Выборы будут альтернативными. Завершилась регистрация инициативных групп по выборам в местные собрания. Опасная река. Начались берегоукрепительные работы на Кадоре. Сегодня под председательством президента Абхазии Рауля Хаджимба прошло заседание Совета Безопасности, на котором, в частности, обсуждался инцидент между Русланом Джели и сотрудниками МВД, произошедший 7 марта, а также события возле здания МВД 9 марта. По итогам заседания президентом были даны конкретные поручения по обеспечению правопорядка в стране. Об этом сообщает пресс-служба президента. Ситуацию с инцидентом нам прокомментировали в Генеральной прокуратуре и МВД Абхазии. Следственным управлением Генеральной прокуратуры Абхазии проводится проверка по факту неподчинения бывшего начальника СИЗО Дранта Руслана Джеля требованиям сотрудников ГАИ. Возможно, будет возбуждено и другое уголовное дело. Органом расследования решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении лиц из числа родственников Руслана Джеля, прибывших в Новоафонский отдел милиции в целях выяснения отношений с сотрудниками отдела, проводившими мероприятия по принудительному задержанию транспортного средства Джеля. В МВД утверждают, что автомобилю Джеля не был причинен ущерб. Это наглядно видно на видеокамерах поста ГАИ. А фото автомобиля с пулевыми пробоинами, опубликованное в сети интернет, принадлежит другому владельцу. Впрочем, это тоже предмет расследования Генеральной прокуратуры. Так стрельба была или нет? Стрельба имела место. Это были предупредительные выстрелы в воздух. По автомобилю прицельно никакой огонь не велся. Он недопустим, и даже наши правила и требования этого не допускают. Сотрудник, который это делал, был довольно компетентен. Учитывая, что его жизни в тот момент угрожала опасность, он открыл огонь, но вверх. Машина Джели, насколько мы сегодня знаем, не повреждена выстрелами. Автомобиль на видео, который был с пулевыми пробоинами, это был не его автомобиль, это был подобный автомобиль, а его автомобиль, у нас есть съемки, которые мы пока тоже не обнародовали, на нашем Ишерском посту, уже где завершился этот инцидент, и более погони за ним не было, его просто оттуда с миром отпустили. Там его автомобиль снят нашими камерами наблюдения поста. Ни с какой стороны в этом автомобиле никаких пулевых отверстий нет. Пусть прокуратура осмотрит его автомобиль, и потом они заявят о том, есть ли на его машине следы пулевых отверстий или нет. После встречи родственников Руслана Джеля с министром Леонидом Дзапшба инцидент был исчерпан, и стороны пришли к пониманию. Однако собравшиеся долго не желали расходиться. В МВД полагают, что административное правонарушение на автотрассе послужило лишь поводом для несанкционированного митинга у здания МВД, выдвижения политических лозунгов и требования отставки министра внутренних дел. Использовали этот повод для того, чтобы собрать людей и прийти устроить беспорядки у здания нашего министерства. Родственники Джеля достигли своих вопросов. Они зашли к министру, переговорили. Он на все вопросы ответил. Они удовлетворенные вышли, пытались успокоить своих сторонников, но там были уже люди, которые пришли свои интересы отстаивать. Они открыто из толпы выражались о том, что вы-то свои вопросы решили, обращаясь к Джеле, но мы-то пришли сюда по другим вопросам. Это откровенно говорилось из толпы. Этому есть свидетельство. Инцидент продолжает будоражить общество. Ситуацию обсуждали на заседании Совета безопасности республики. Однако правовую оценку событиям на дороге Сухум-Псоу 7 марта должна дать прокуратура. Елена Лолуа, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. 16 марта на Нижнем Гумесинском мосту в Нижней Эшере состоится акция, посвященная памяти воинам, погибшим в мартовской наступательной операции Отечественной войны народа Абхазии. Участники мероприятия возложат цветы к памятнику погибшим воинам в Нижней Эшере. Вечер памяти продолжится демонстрацией военных кадров, монологами, чтением стихотворений. Завершится акция зажжением 222 свечей.
Центральная избирательная комиссия выдала инициативной группе по организации референдума свидетельства о регистрации, а также подписные листы. На референдум предлагается вынести вопрос о досрочных выборах президента Республики Абхазия. В соответствии со статьей 12 Закона о всенародном голосовании и референдуме с момента получения свидетельства о регистрации инициативная группа референдума вправе организовать и осуществлять беспрепятственный сбор подписей на подписных листах с требованием о проведении референдума. Инициативной группе в течение 2 месяцев предстоит собрать под требованием о референдуме не менее 10 тысяч подписей граждан республики, обладающих правом участвовать в референдуме. Мы сторонники того, чтобы все действия, которые происходят в связи с референдумом, проходили в соответствии с законом. Естественно, мы за пределы тех полномочий, которые наделяет нас право закона о референдуме, мы за эти рамки закона выходить не собираемся и выражаем надежду, что все заинтересованные стороны также отнесутся к этому мероприятию с пониманием. Федерация независимых профсоюзов Абхазии поддерживает инициативу по проведению референдума о досрочных выборах президента республики. Об этом говорится в заявлении, принятом на расширенном заседании Президиума Федерации независимых профсоюзов. По мнению членов Федерации независимых профсоюзов, вынесение на всенародное голосование вопроса о проведении досрочных выборов президента республики не противоречит Конституции Республики Абхазия и закону о всенародном голосовании. 85 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты Сухумского городского собрания зарегистрировались в избирательной комиссии столицы. Теперь до 24 марта пройдет процесс регистрации кандидатов в депутаты местных органов власти. Асида Малия продолжит тему. К выборам, назначенным на 3 апреля, в городской избирательной комиссии готовится активно. Процесс осуществляется согласно нормам закона. Этап регистрации инициативных групп завершен. Теперь предстоит работа по регистрации кандидатов в депутаты. Представленные кандидатами документы будут проверяться избирательной комиссией, а потом избирательная комиссия коллегиально примет решение о регистрации того или иного кандидата, либо об отказе в регистрации. Проводит комиссия проверку по поводу того, состоит или состоял ли данный гражданин на учете в наркологическом или же психиатрическом диспансере. Более того, проверяется гражданин на наличие у него непогашенной судимости. Количество выдвинутых инициативными группами кандидатов, а их 85, говорит о достаточно большой активности граждан. Инициативными группами выдвинуты 72 кандидата. Политические и общественные партии отчасти остались в стороне. Исключением стала Республиканская политическая партия «Идейная Абхазия», выдвинувшая 12 кандидатов. Также выдвинут 1 кандидат от коллектива республиканского унитарного предприятия «Абхазская железная дорога». Есть одно нововведение – изменены границы избирательных округов Сухума. Необходимость принятия такого решения была связана с неравномерным распределением количества избирателей. Изменение границ позволило сбалансировать их количество. При этом число округов осталось неизменным – всего 26. По предварительным данным, максимальное количество кандидатов на одном избирательном участке составит до 6 человек. Предположительно, по одному кандидату будут выдвигаться по 3 участкам. Что касается действующих народных избранников, то до 10 из них намерены переизбраться на следующий срок. Списки избирателей будут вывешены в избирательных участках за 10 дней до дня голосования. Кандидаты, а это в большинстве своем молодые люди от 25 лет и выше, среди которых есть и женщины, работают в различных организациях, компаниях, заняты в различных сферах деятельности. По завершении их регистрации в ЦИКе в СМИ будут опубликованы личные данные. Затем начнется процесс агитации. Асида Малия, Саид Агухава, Абхазское телевидение. В Гагарском районе завершен первый этап подготовки к выборам в органы местного самоуправления. В Пицунде по 9 округам зарегистрированы 15 кандидатов. С 14 марта члены городской избирательной комиссии приступили к регистрации кандидатов. Нужно отметить, что в этом году большое внимание уделяется биографии кандидатов. По словам членов комиссии, в ходе подготовки к выборам нарушений не выявлено.
Работа комиссии идет в соответствии с законом. На данный момент мы приняли 15 кандидатов. У нас будет по 9 округам. 3 кандидата у нас идет по одному человеку на 3 округа, а остальные округа у нас идут по 2 кандидата. Работа комиссии у нас пока идет. Мы собрали все документы, и с завтрашнего дня мы уже их будем утверждать все. В период паводков река Кадор представляет собой опасность для жителей близлежащих сел. В первую очередь это касается жителей села Кацикыт, которые каждый год страдают от наводнения. Чтобы избежать пагубного воздействия стихии, необходимо проводить регулярные берегоукрепительные работы. Часть мероприятий уже проделана, но весь комплекс работ еще не завершен, при том, что до начала паводка осталось немного времени. Что еще необходимо сделать и чего опасаются местные жители, в репортаже Наалы Мукба. Сейчас с виду спокойно река Кадор является одной из самых крупных и опасных рек Абхазии. В период паводков она затапливает близлежащие территории. Иногда такие стихийные бедствия происходят несколько раз в год. Так жители близлежащего села Кацикыт в прошлом году из-за наводнения потеряли почти весь свой урожай. Затопленными оказались не только сельскохозяйственные угодья, но и дома. Тогда пострадало около 150 дворов. Последние 10 лет мы потеряли минимум 70 гектаров земли, которые мы пахали, сеяли. Наш труд, вернее, наш хлеб оттуда. В прошлом году ребята работали прекрасно, имели гектарами арбуз, начиная с Истонки, кончая с Владимировкой. В основном вот этот кусок, никто ничего не взял. Все было под водой. Часть затопленных земель, как говорят сельчане, стала непригодна для пользования. Близость реки для большинства жителей этого села проблема, которую не могут решить уже много лет. Река во время паводка растекается на несколько километров. При этом самое страшное, что всего в 500 метрах от берега расположено кладбище. Но оставить земли, где находится отчий дом, мало кто решается. Самая большая беда у нас была, что она у нас прям по кладбищу вода шла уже. После паводков мог от берегов гор под абхазской стороны, от абхазской, с километра могло выйти прямо на улице. Борис Тарасян показывает место, где в прошлом году вода хлынула из берегов. Отсюда рукой подать и до частных построек. Таких опасных участков, по его словам, вдоль русла реки немало. Как говорят жители села Кацикыт, проблема существовала и в довоенный период. Но тогда была бригада, которая занималась регулярными работами и следила за состоянием реки. В настоящее время компания Нерud Инвест осуществляет комплекс мероприятий по укреплению берегов реки Кадор. Для того, чтобы начать работу берегоукрепительной и привести его в нормальный порядок, для этого надо было в первую очередь русло Кадора перекинуть на левую сторону. Мы это сделали. Работы мы начали снизу, с Кадорских мостов еще ниже. Там расширили, мы укрепили берега. Почему? Потому что если не расширит, русло двинется туда, и может она где-то вылезти в аэропорту и снесет полварча. Теперь нам необходимо для продолжения работы очень туго с финансами. Тут горючее только мы завезли на 2 миллиона рублей. Работы, проделанные фирмой Нерud Инвест, недостаточны, поэтому жители села опасаются очередного стихийного бедствия. В таких условиях строить привычные для других сельчан планы по посадке урожая в селе Кацикыт воздерживаются, ведь до начала паводка осталось совсем мало времени. Наала Мукба, Астамур Гожба, Абхазское телевидение. День рождения известного писателя Георгия Гулия отмечали в доме-музея Дмитрия Гулия. Работники музея, писатели и члены семьи возложили цветы к его памятнику. Георгий Гулия родился в семье основоположника современной абхазской литературы, одного из создателей абхазской письменности Дмитрия Гулия. Окончив Закавказский институт инженеров путей сообщения, Георгий Гулия работал по своей специальности, участвовал в строительстве Черноморской железной дороги. Творческие способности у Георгия Гулия проявились еще в юности. Он любил заниматься публицистикой, живописью и графикой. Все свои произведения Георгий Гулия посвящал Абхазии и ее народу. Много писал о молодежи и ее проблемах. Его первое произведение «На скате» выходит в 1930 году и приносит ему успех. Те, кто знал Георгия Гулия при жизни, рассказывают о нем как о необычайно талантливом и добром человеке. О детстве особенно рассказывала Татьяна Дмитриевна, его сестра. И каждый год в одно и то же время он в отпуск приезжал к нам в Сухум, сюда в Абхазию,
И здесь обязательно, конечно же, общался со своей семьей, со своими близкими, интересовался всем, что происходит здесь, как идет работа, сколько людей приходит и так далее. Я его запомнила, во-первых, прежде всего, умным, красивым, отзывчивым, добрым. Очень беспокоился за литературу нашу, за абхазскую литературу. И если появлялся кто-то и о ком-то говорили, он тут же продвигал их произведения, помогал печатанию книг. Относился очень, как вам сказать, трепетно ко всем, что происходило в литературе. Ирицинский национальный реликтовый парк готовится к приему туристов. Завершается ремонт автодороги. Кроме того, руководство парка уделяет внимание сохранению живой природы. На озере Ирица в воду были спущены 5000 черноморских мальков лосося. Мы работаем уже второй год. Первый год мы подняли около 1500 мальков. В этом году около 5000. Заказы даны на будущий год, до 10 тысяч собираемся выпускать рыбу для развития. Тут ситуация на озере такая, вот головля очень много стало, чтобы голавль сместить, нужно форели побольше было, чтобы голавль сместить. И летом намечается тоже ловля головля сетями, вот, чтобы как бы поменьше головля было вот на озере Ирица. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь, возможно гроза, температура воздуха ночью 5-7, днем 9-11 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.